На презентации новой книги известного военного историка Гафура Шерматова «Война и победа. Таджикистан в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» принимали участие посол России в Таджикистане, руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане, представители 201-й российской военной базы, представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел Таджикистана, председатель литературного фонда имени Айни, видные деятели науки и культуры, а также историки и журналисты. Книга, над которой автор работал более 5 лет, посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Она издана литературным фондом Айни. На основе архивных и современных источников Гафур Шерматов раскрывает героические страницы подвига таджикского народа, который с первых дней Великой Отечественной войны вместе со всеми народами Советского Союза участвовал в борьбе против фашистских захватчиков. Книга «Война и победа. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны» посвящена в первую очередь 75-летию Великой Победы и, конечно, участию в ней воинов-таджикистанцев, всех таджикистанцев, как в тылу, так и на фронте. Книга рассказывает о трудовых буднях, особенно мне бы хотелось отметить, как было здесь в Таджикистане в годы Великой Отечественной войны, как трудились женщины, как трудились дети, как отправляли на фронт все самое необходимое, все самое лучшее, как были сформированы наши дивизии кавалерийские, 61-я, 20-я, 63-я, 104-я, другие воинские подразделения. Конечно, все охватить в книге было невозможно, но самое главное, все самые важные вехи Великой Отечественной войны в части, касающейся Таджикистана, там отражены. И самое главное, опубликованы документы победы, которые сегодня многие, когда прочтут, наверное, в душе оставит это неизгладимый свет и след в душе. В ходе данного мероприятия со своими презентациями о войне выступили также учащиеся среднего общеобразовательного учреждения номер 6. Также в этот день активным представителям средств массовой информации были вручены медали за широкое освещение мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне.